В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. Более 9 тысяч якутян проголосовали за объекты благоустройства. Какие пространства Якутска участвуют в голосовании? Сложные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов провели жителям Нерюнгринского района. О работе мобильной бригады хирургов. В Москве открылась выставка, посвященная легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь. В те годы центром перегоночной трассы был Якутск. В Национальной библиотеке Якутии стартовал масштабный проект «Выучим якутский язык» об уникальной методике ускоренного изучения языков. 10 мая скаковой сезон в Якутии откроют скачки, приуроченные к юбилею Великой Победы. Подробности зрелищных игр. В Якутске состоялась пресс-конференция, посвященная второму международному форуму креативных индустрий. Форум создан на Дальнем Востоке, который проходит с 29 по 31 мая, объединит более 6 тысяч участников из 9 стран. Организаторы рассказали о программе, включающей 150 мероприятий, от стратегических сессий до выставок и городского фестиваля. Ожидается, что участники станут эксперты, инвесторы и представители креативного бизнеса. Они подчеркнули, что событие призвано показать потенциал креативных индустрий для экономического роста Дальнего Востока. Это федеральный форум, его проводит Минвостокразвитие, это очень важно понимать, и финансирует его Минвостокразвитие. Просто в этом году наша заявка осенняя, несколько субъектов заявлялось на проведение форума. До этого он был в Приморье, в Хабаровске. Вот, не буду называть, с кем мы конкурировали, но было несколько заявок, но и Минвосток выбрал Якутию. Мы очень рады, что форум креативных индустрий пройдет в этом году в конце мая в Якутске. 8 городских объектов столицы были выбраны для благоустройства. Жители Якутска могут проголосовать за наиболее понравившийся сквер, парк или набережную. Подробнее о претендентах на благоустройство расскажет Тимур Колмогоров. Одной из общественных территорий, попавших в федеральный проект, стал сквер «Обнаженные сердца» на Талом озере. Здесь находится не только набережная, но также скейт-парк и детская площадка, куда приходят множество детей и их родителей. Водяновка – это любимое место для матерей и их детей, да, которые здесь гуляют. Можно тут сделать, допустим, комнату для матери с ребенком. Можно доступ для велосипедистов, самокатчиков, да, чтобы они как-то чуть-чуть отделились от пешеходов. Благоустроили, чтобы это было именно Талое озеро, потому что я здесь часто гуляю. Было бы круто, если бы добавили арт-объекты именно сами, чтобы символизировало именно Якутию. Тем не менее, есть и другие мнения людей, которые считают, что есть объекты, для которых благоустройство актуальнее всего. Там, получается, у нас на озере Шорса, по Лермонтово мы живем, а там очень плохие тротуары, ну, чтобы с детьми гулять, чтобы там, не знаю, поблизости хорошая площадка, там дорожка была, что-нибудь такое. На набережной теплая, не хватает сидячих мест, и мусорных урн побольше надо бы. И вот дорожку обновить. Набережное озеро Щорса, да, оно тоже в достаточно плачевном состоянии. И брусчатка, и ограждение. Вот недавно гуляли, там тоже с коляской крайне некомфортно ходить. В этом году кандидатами на благоустройство стали 8 городских объектов, 4 набережные и 4 сквера. Выбор общественного пространства для реконструкции и улучшения зависит от количества набранных голосов. Но в этом году есть небольшие изменения в количестве победителей. Внесены изменения постановления республики о распределении субсидий. Да? В прошлые годы выделяли средства на 1 объект, в этом году будут выделять на 3 объекта. Соответственно, первые 3 призовых места объектов, которые стали лучше, да, вот они получат федеральное финансирование. Отдать свой голос за то или иное пространство может каждый гражданин старше 14 лет на госуслугах с 21 апреля по 12 июня. Это важное событие, которое дает каждому из вас возможность внести свой вклад в улучшение территории городов, поселков и сел республики и создание комфортной жизненной среды. Ваш голос имеет значение.
вы можете сделать свой выбор за ту или иную территорию вашего населенного пункта, которая, по вашему мнению, нуждается в благоустройстве или модернизации. Так, шаг за шагом столица республики будет выглядеть все лучше, а горожане и гости смогут насладиться прогулкой и отдыхом в обновленных общественных территориях. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. В Кабмин направили законопроект о постоянно работающем медкабинете в школах. Документ отправил председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов, отметив, что сегодня многие из таких кабинетов открыты время от времени, а врачи и медсестры совмещают дежурство с работой в нескольких местах. Законопроектом предлагается внести изменения в закон об образовании в Российской Федерации и закрепить обязательное наличие в образовательном учреждении медицинского блока, состоящего из кабинета педиатра и процедурного кабинета. Согласно проекту, в школах должна быть предусмотрена должность медицинского работника. В течение 4 дней в Нерюнгри работала бригада мобильных хирургов. За это время они провели сложные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Подробнее расскажут наши коллеги. 6 дней назад Светлане Бухаревой сделали операцию. Сейчас пациентка уже передвигается с помощью костылей, готовится к выписке и к возвращению к привычному образу жизни. Сделали операцию очень хорошо. Хотелось бы поблагодарить, наверное, в первую очередь нашего главу республики за то, что организовал такое мероприятие, что к нам приезжают врачи с Якутска в наши районы, что нам не приходится куда-то ехать. Сделая дома операцию, это намного лучше, интереснее и проще. Денис Аккуратнов на протяжении 2 лет чувствовал боль в правом тазобедренном суставе. После того, как прошел обследование и сдал все анализы, мужчину направили на операцию. Прооперировали грамотно, врачи умные, свое дело знают. В общем, прошло уже 3 дня, чувствую себя отлично. Все, каждый день все лучше и лучше, то есть боли практически прошли. Это уже 4-й визит мобильного хирургического центра в Нерюнгри за 2 года. Специалисты из Якутска за 4 дня провели 11 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов. Иногда приходилось работать до полуночи, параллельно с местными врачами, которые выполняли экстренные и плановые операции. Предварительно делается план на год. Мы имеем уже какой-то определенный опыт на основании 2024 года, в каком районе сколько пациентов требует нашей помощи. Составляются планы и предварительно в начале года, а потом уже, естественно, по факту мы корректируем. В зависимости от района, населения, необходимости тех или иных специалистов. Следующий десант мобильной бригады хирургов планируется в конце этого года. Но сейчас уже началась подготовка местных врачей, которые проходят специальное обучение и лицензирование. И в следующем году после сертификации операции по эндопротезированию будут выполнять нерюнгринские травматологи и ортопеды самостоятельно. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Тот самый случай, когда картинки лучше текста. В детском неврологическом отделении Якутской городской больницы номер 3 реализуют проект визуальной поддержки, в рамках которого стены их стационара украсили простые, но весьма содержательные иллюстрации. А вот о том, для чего они необходимы, расскажет Саргалана Неустроева. Вот эта табличка мало о чем может сказать ребенку, тем более маленькому, который еще не научился читать. А вот картинка, наоборот, наглядно покажет, какие манипуляции с ребенком должен сделать доктор, и что бояться этого не стоит. Собственно, в этом и заключается вся задумка – донести до малышей смысл их пребывания в стационаре на практически подсознательном уровне. Ведь проблема в том, что подопечные отделения не всегда могут понимать речь или воспринимать ее как здоровые дети. Данная методика относится к альтернативной дополненной коммуникации и визуальной опоре. То есть ребенок, который не понимает обращенную речь, видит картинку и чувствует себя в безопасности, потому что знает, что с ним будет происходить в данном помещении, что от него требуют. И таким образом дети быстро адаптируются к незнакомым условиям, что, к примеру, особенно актуально для тех, чей ребенок имеет расстройство аутистического спектра. И, к слову, врачи уже замечают перемены в поведении своих подопечных.
В настоящее время отмечается улучшение атмосферы внутри коллектива. Ребята, которые проходят лечение без родителей, стали более открытыми, эмоционально спокойными. Ну и в целом у нас стало очень уютно. Большую поддержку в реализации этого проекта отделению оказали студенты Арктического государственного института культуры и искусств. Именно они за время практики, учитывая запрос стационара, создали и нарисовали эти картинки. Такая работа стала еще и большим подспорьем для самих ребят. Все-таки у исполнения такого проекта в коммерции немалая стоимость. Очень грамотно поступили сами врачи, да? Они пригласили, ребят, провели им именно то, как беседу, а что они хотят. И ребята так прониклись этим, и прямо с такой душевностью и прямо ответственностью начали этот проект. Сколько за практику они получат? Ой, они все работали замечательно, все получили отлично. Сегодня в республике проживает более 7 тысяч детей со статусом «ребенок-инвалид». И с каждым годом их количество только увеличивается, отмечают врачи. Но несмотря на статистику, практика показывает, в последнее время заболевания детей перестали быть приговором для родителей, в том числе благодаря методике визуальной поддержки. Сарглана Неустроева, Нюргун Старостин, Хатасы. В Москве открылась выставка, посвященная легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь. Экспозицию можно увидеть в постпредстве Якутии до 10 мая. Это совместный проект с Центральным парком Вооруженных сил России «Патриот». Алсиб – воздушная трасса между Аляской и Советским Союзом, по которой в годы Великой Отечественной войны перегоняли военную авиатехнику для нужд фронта. Особое внимание выставки уделено теме строительства Алсиба и его работы. На фотографиях инженеры, метеорологи, техники, горожане – все те, благодаря которым трасса Аляска-Сибирь жила. Центром перегоночной трассы был Якутск. И 2/3 всех аэродромов Алсиба располагались на территории Якутии. Мы начали с самого сложного принятия решения на открытие этой трассы, организацию ее строительства и обеспечения. В решении этого вопроса участвовал весь народ Якутии, когда в зимний период практически все участвовали в расчистке от снега взлетно-посадочной полосы. За время войны 50 с лишним процентов всех иностранной авиационной техники, которая участвовала в боевых действиях, было доставлено именно этой трассой. Это тысячи самолетов. Основа этой трассы, военной трассы, легла в основу развития якутской авиации уже после военного времени. История жительницы города Удачный. Евгений Вайгант – это история многих людей, которые, пережив трудности и утраты, продолжают стремиться к миру, надежде и пониманию. Ее личная история переплетена с историей нескольких поколений, ведь она родилась в годы военной. Евгения Ефимовна Вайгант – человек, который всю жизнь посвятил работе с детьми, обучая их в начальных классах. Ее личная история переплетена с историей нескольких поколений, ведь она родилась в военные годы. Несмотря на то, что сама не помнит тех тяжелых времен, рассказы родителей о войне оставили глубокий след в ее сердце и сознании. Еда была скудная, но все равно были свои радости и играли, веселились, а самое главное, родителям помогать приходилось. Это огород, и в очередях запомнились огромные очереди за хлебом. Мы верили в то, что мы в самой лучшей стране живем, любили Родину, никогда не помышляли о каких-то других странах. Мы считали, что наша страна самая лучшая. Еще хочу сказать, верили в Сталина. Переезд Украины стал для нее не просто географическим изменением, но и частью новой жизни. Сегодня, когда происходят события, которые вызывают тревогу и недоумение, Евгения Ефимовна с болью наблюдает за тем, что происходит на родной земле. Ее внутренний мир наполнен противоречиями и неразберихой, ведь она мечтает о мире и согласии.
Специально завозили на Восточную Украину именно этих активистов с Западной Украины, которые, чтобы они тут колотили, как говорится, и активизировали, вносили свое понятие о отношении с Россией, всю свою ненависть выносили. В дни, когда вся страна вспоминает о Великой Отечественной войне, Евгения Ефимовна думает о том, как важно сохранить мир для будущих поколений. Ее единственное желание, чтобы текущие конфликты, в том числе и специальная военная операция, скорее завершились. Уже почти 30 лет прошло, как отделилась. И вот это все выбивается, ненависть к России в детские головы. Выросло целое поколение. Даже, надеюсь, конечно, что наша победа будет и освободится Украина от этих бандеровцев. Но что будет с этим поколением? То, что им в голову вносилось столько лет, вся эта ненависть, она даром не проходит. И не просто это все исправить. Будем надеяться. Евгения Ефимовна верит, что мир и сотрудничество могут привести к лучшему будущему. И этим мыслям старается передать своим ученикам, обучая их не только знаниям, но и ценностям, которые руководствовалась сама. История Евгении Вайгант – это история многих людей, которые, пережив трудности и утраты, продолжают стремиться к миру, надежде и пониманию. Анна Васильева, Мирный. Несмотря на удаленность республики от фронта, десятки тысяч якутских солдат сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Народы Якутии помнят о подвигах отцов, дедов и прадедов. Духовное наследие победы в образах культуры и искусства исследуют ученые в рамках конференции «Якутские пасхальные чтения». Ее цель – рассмотреть вопросы актуализации нравственных идеалов, воспитания подрастающего поколения и сохранения преемственности. Мы надеемся, что пасхальные чтения станут регулярной площадкой, где люди разных мнений, убеждений, культурных взглядов смогут на серьезном научном уровне обмениваться своими идеями. Это будут и люди, которые специально этим занимаются, ученые, и люди, которые только начинают свой путь в этой стези, то есть, например, студенты или молодежь. Думаю и надеюсь, что эта площадка будет открыта для всех, для того, чтобы мы смогли все обсудить. В Национальной библиотеке Якутии стартовал масштабный проект «Выучим якутский язык», направленный на поддержку и сохранение якутского языка. По инициативе библиотечного сообщества республики. Ключевым участником инициативы стал известный российский полиглот Дмитрий Петров, автор уникальной методики ускоренного изучения языков. Подробности далее. Якутский язык с Дмитрием Петровым. Урок 12, день 3, дубль 1. Среди тех, кто обучился у известного лингвиста, представители различных профессий и возрастов – писатели, артисты, священнослужители, преподаватели, библиотекари, школьники и студенты. У каждого из учеников своя мотивация для обучения якутскому языку. Я священнослужитель католической церкви, работаю здесь в Якутске. Уроки очень красивые. Конечно, я только такие отдельные слова до того понимал. И тут дастся такая структура, которая очень помогает углубиться, понять логику языка. Это для меня очень важно. Мы как священники, но хотим проповедовать Евангелием, служить людям на языке их местном. Так это такая главная мотивация. Мне это интересно в творческом смысле. Мне хочется читать якутские тексты, мне хочется самой перевести свой текст на якутский язык. Поэтому мне, конечно, это очень интересно. Я надеюсь, что и якутский язык точно так же ляжет, как английский у нас, и станет тем языком, на котором мы можем общаться. Дмитрий Петров посетил Якутск в декабре прошлого года для обсуждения деталей проекта с организаторами и будущими учениками. За прошедшие месяцы он углубился в изучение якутского языка, чтобы максимально эффективно передать знания своим подопечным. Естественно, мне пришлось самому вникнуть в этот язык, освоить его грамматику. Первое, что мы осваиваем в языке, это его теоретическую часть, затем переходим к разговорной части, чтобы активировать те знания, которые получены.
Ну, все ученики, участники нашего курса очень хорошо воспринимают эту программу. Все уже умеют немножко спрягать глаголы, все уже знают, что такое «мин эйгин таптабым», «ütö сарсе арданан». Мы все уже умеем как-то приветствовать друг друга, и какие-то основы уже становятся для нас близкими и знакомыми. Режиссер, 5 операторов, 5 камер, световое оборудование, сенсорная панель вместо привычной доски. Медиацентр Национальной библиотеки Якутии подошел к съемкам основательно. Привлечены студенты-операторы из Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой, которые проходят стажировку на проекте. Команда профессионалов медиацентра создала все условия для комфортной и продуктивной работы, обеспечивая качественную картинку и звук. Организаторы пока не называют конкретную дату релиза проекта, однако они уверены, что проект станет стимулом для многих жителей Якутии начать изучать якутский язык. Ирина Филиппова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Север в центре внимания научных исследований. В столице республики проходят гурвичевские чтения, посвященные памяти выдающегося этнографа Ильи Гурвича. На какие вопросы ученые ищут ответы, узнавала Эржена Гармаева. 21 век – век Севера и Арктики. К такому мнению склоняются политики, экономисты и, конечно, ученые. Но относиться к холодным территориям как к неизведанным ресурсным кладовым – подход неверный. Ведь Север прежде всего – это история, культура и люди. Так рассуждал и выпускник МГУ Илья Гурвич в 1941 году по распределению попавший в Якутию. С Ильи Самуиловича Гурвича начинается вот эта вот советская этнография, которая изучала народы Севера. Север в это время представлялся каким-то очень далеким, скажем, таким местом, окраиной, как бы сказать, Советского Союза. А Илья Самуилович как раз придал вот всем этим материалам, исследованиям очень живой такой, знаете, интерес. Он показывал о том, что традиции, язык сохраняются, и не только сохраняются, но и развиваются. Конференция стартовала с заседания секции молодых исследователей. Ряд изученных тем широчайший – декоративно-прикладное искусство, семиотика, уклад жизни народов Севера. Жюри подмечает, студенты умело сочетают традиции с современными технологиями. Инструментами научного исследования стали цифровые технологии, мультимедийные технологии, которые сегодня молодыми исследователями используются как один из продвинутых и актуальных научных методов исследования. Ученые из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана и Монголии также обсудили вклад Ильи Гурвича в североведение. Сегодня подготовим, экспертизу документального фильма, который был снят в 1959 году по материалам, в ходе реализации Икагирской комплексной экспедиции. В стенах исторического зала проходит не только конференция, но и выставка, где можно подробнее познакомиться с биографией и научными трудами Ильи Самуиловича. Рядом представлены экспонаты, собранные самим Гурвичем в ходе полевых исследований. Здесь уникальные предметы быта северных народов, от украшений и детских игрушек до ножей и скоб для привязывания оленей. Теперь об экспедициях Ильи Гурвича можно прочитать в свободном доступе онлайн благодаря проекту «Зов ледяных просторов». Он был презентован сегодня в ходе конференции. По словам разработчиков, в дальнейшем база сайта будет пополняться материалами об исследованиях других североведов. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Скаковой сезон в Якутии откроют скачки, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Призовой фонд составит несколько миллионов рублей. Победителей ждут призы, носящие имена героев Советского Союза. Как идет подготовка, знает Даяна Федорова. Чистокровный скакун верховой породы месяцами отрабатывает упражнения по укреплению ног вместе с жокеем. Начинают с простой ходьбы рысью, затем переходят в галоп. На языке профессионалов снимают пот, открывают дыхание. Жокеи-тренеры – люди скромные и суеверные. Они не раскрывают в полной мере подготовку скакунов. Но одно известно точно – у каждого строгая индивидуальная программа. Мы потихоньку работаем. 10-го посмотрим, что как будет. А так заранее ничего не можем сказать. Много зависит от жокея все равно. Он должен, жокей должен подружиться с лошадью и знать все его привычки,
Один из известнейших мастеров жокеев Якутии Семен Лиханов также примет участие на конных скачках. Он выйдет на трехлетней красавице Виктории Джапи-Виннер, которая в прошлом году показала неплохие результаты. Волнуемся все, ждали этого дня. Надеемся на призах, чтобы были на все эти призовые дистанции. Хотим участвовать. На скачках пройдет всего 6 забегов, начиная от 800 до 2400 метров. В этом сезоне любители конных скачек привезли новых чистокровных верховых лошадей, что вызовет еще больше интерес к конным бегам. В Заречный район в этом году к нам не заехали, Амга, Чурапча, в связи с тем, что у них будут свои скачки. Положение практически уже подготовлено, будет 6 дистанций, призы героев Советского Союза и, может быть, героев СВО. Интересный факт. Этот скакун Айн Цыргут принимал участие в съемках фильма «Спидстар». Он играл главную роль. Сейчас ему 10 лет. Во время скачек будут разыграны сертификаты на фотосессию с ним. Фильм «Спидстар» стал настоящим прорывом в мире конного спорта, открыв новое дыхание. А есть ли конкуренция среди жокеев, как показано в фильме, мы спросили у самих наездников. Конкуренция есть все равно. Вот сейчас мы работаем нормально, все ходим, смеемся, все вместе тренируем. Как перед скачками, до скачек 2-3 дня остается, уже начинается накал. Зрелищное событие состоится 10 мая на ипподроме Агату в 2 часа дня. Жеребьевка пройдет на этой неделе. Открытие скакового сезона обещает быть масштабным и зрелищным. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Всего хорошего.